Все больше предпринимателей, которые занимаются заготовкой дров, выходят из тени и претендуют на республиканскую субсидию по возмещению убытков при поставке дров или пеллет. Поддержка от государства дает два очевидных плюса. Население бесперебойно обеспечивается твердым топливом, причем по приемлемой цене, а малый бизнес не теряет в деньгах, работает стабильно. Виктория Палкина расскажет подробнее. 8 кубов Николаю Зебареву придется еще самостоятельно распилить и разложить по сараям. Но такими поленьями брать дешевле. Эта машина обошлась пенсионеру всего в 7,5 тысяч рублей. У меня 3 печки вон, 4 комнаты. Но обычно 3 машины я привожу. Один уже привез, что второй привез после этого. 3 машины хватает. Сегодня в Коми существуют предельные максимальные розничные цены на твердое топливо. Устанавливает их правительство региона. Рассчитывать на льготную стоимость могут жители 12 муниципалитетов республики. Все, что нужно для этого – подтвердить свою потребность в твердом топливе документами. Население приходит с документами, с домовой книгой, с паспортом БТИ, в котором указан вид отопления в доме, то ли это печь отопительная, то ли котел, то ли электрический. Вот в зависимости от документов мы составляем справку, выдаем им на руки, и они с частным предпринимателем заключают договор, а потом частный предприниматель уже получает субсидии. Каждый год муниципалитеты готовят заявки и уже из республиканского бюджета получают субвенции на выплату предпринимателям, которые занимаются поставкой твердого топлива. Сегодня предельно допустимая цена, к примеру, на те же колотые дрова в Сысольском районе всего около 1500 рублей за кубометр. Понятно, что их заготовка обходится предпринимателям зачастую в сумму куда большую. Удержать бизнес на плаву как раз и помогает поддержка от республики. Все мы прекрасно понимаем, что себестоимость заготовки дров, производства, пеллет, брикет, она намного больше, чем установлена Республикой Коми. Поэтому в республиканском бюджете предусмотрены суммы для субсидирования данного вида деятельности при использовании предпринимателем цены, предельно максимальной цены. Данные полномочия были спущены на уровень района, поэтому район занимается, привлекает предпринимателей. В этом году только в Сысольском районе на такую субсидию заявилось 4 предпринимателя. Это рекорд последних лет. Такая же тенденция в Прилузе и Сыктывдине. А вот власти Книшпогосского района этой льготой могли бы, но не пользуются. Нет компенсации бизнесу, а значит и твердое топливо для местных жителей обходится в разы дороже. Виктория Палкина, Иван Богомолов, телеканал Юрган, Сысольский район.